официальные данные, абхазская статистика демонстрирует, что в принципе вот инновационный период, который имел место после, я бы сказал, после 99-го года, после того, как пришел к власти Путин, как активизировались экономические деятельности, он себя исчерпал в инвестиционном пути. Последние 2-3 года мы наблюдаем рецессию в экономике. Отсюда мы должны сделать вывод о том, что таким путем, как экономика развивалась в послевоенные годы, основываясь на эффекте низкого стартового уровня, она не может продолжаться дальше. Мировая экономика растет со скоростью 3-5% в год. Это значит, что наша экономика должна развиваться минимум на 5% в год, а то и больше, чтобы иметь перспективы догнать когда-то средний мировой уровень. В противном случае мы ежегодно будем отдаляться от общемировых тенденций и присоединяться к числу наиболее бедных стран мира. Что нам нужно делать? Определиться с ориентирами, с программами развития и заняться серьезной разработкой. Но, к сожалению, опыт многих последних лет показывает, что программы развития у нас, в принципе, носят такой декларативный характер, просто для того, чтобы говорить о том, что программа существует. Но она не является строгим законом, и который, предполагает привязанность всех игроков, всех участников экономических процессов к этой программе. Сегодня разработка программы является самым важным вопросом, поскольку без программы очень сложно управлять теми скромными ресурсами, которые есть в наличии. В то же время нужно отметить, что долгосрочное планирование сегодня бесперспективно, поскольку мы живем в достаточно быстро меняющемся мире, вот события на Украине начались, и все программы будут рушиться. Но тем не менее мы должны иметь долгосрочные ориентиры, целевые точки и краткосрочные, от года до 3 лет, программы, которые будут пошагово позволять экономике приближаться к тем ориентирам, которые поставлены. Мы должны понимать, что абхазская экономика особая, у нас нет своего эмиссионного центра, мы не можем печатать свою валюту. Отсюда возникают следующие ограничения, которые не свойственны для других экономик. Мы полностью зависим от сальдо-платежного баланса. Это означает, что импульсом для развития может быть превышение экспортоподобных операций над импортоподобных. В противном случае экономика развиваться не может. Отсюда надо делать ставку на развитие экспортоориентированных отраслей. Только они могут стать локомотивом развития. Поэтому в программе особое внимание должно быть уделено развитию тех проектов, которые приносят экспортную выручку для Абхазии. Также большой потенциал для нашей экономики имеет замещение импорта. Ведь огромные деньги, которые приходят с трудом в Абхазию извне, они вымываются притоком импортной продукции. Я сейчас не могу все перечислять, но, к примеру, допустим, скажем, элементарно, у нас в Абхазии 25 тысяч школьников, большая часть из которых ежегодно покупает школьную форму. И то есть ежегодно в Абхазию заводится порядка 20 тысяч комплектов школьной формы, которые можно шить, например, в Абхазии. То же касается школьной мебели, пар и всего остального, которое можно собирать в Абхазии. И огромное количество, и так далее, и тому подобное. Смысл в чем заключается? В том, что нужно замещать вот этот импорт тем производством, которое в Абхазии можно организовывать. И книги, и так далее, масса всего. А сэкономленные деньги, соответственно, дают на что другое. Особое внимание в реализации программы должно быть устранению диспропорций в развитии Абхазии. Так объективно случилось, что Сухум является столицей, Гагра граничит с Россией, поэтому отсюда и, соответственно, разный экономический потенциал этих регионов. В то же время Восточная Абхазия находится в тяжелом положении. Даже по официальной статистике мы видим, что на территории Восточной Абхазии проживает около 30% населения, притом на эту территорию приходится 14% занятых, 12% инвестиций, а доля в промышленности того меньше. То есть государственная политика должна заключаться в сглаживании этих диспропорций. Также в программе должно особое внимание быть уделено разгосударствлению экономики.
Это не означает отходу государства от управления экономикой. Речь идет о том, что государственный сектор должен сокращаться. Мы уже давно живем в Советском Союзе и должны понимать, что с такой структурой экономики наша страна не сможет успешно конкурировать. Я приведу пример, опять же, из официальных данных. На сегодняшний день официально зарегистрировано 41 185 человек, из которых в госсекторе 30 тысяч, в частном секторе 11. Диспропорции совершенно не отражают, значит, картину рыночной экономики. Но более конкретно, вот в промышленности у нас занято в государственных предприятиях 800 человек, в частных промышленных предприятиях 1600. То есть в частных предприятиях в 2 раза больше, значит, занятых. А при этом прибыли в 20 раз больше дают на одного человека частные предприятия. То есть отсюда вывод такой, что сегодня государственные предприятия в 20 раз менее эффективны, чем частные. Более того, в Абхазии имеется огромное количество государственных предприятий, которые за последние, может быть, много-много лет, не знаю, в Абхазии в цифрах, там самые последние данные, последние были 2007 года, то есть перечисляют в бюджет полученной прибыли 0 рублей 0 копеек. Это означает, что прибыль, которая остается у государственных предприятий, она остается на предприятиях, а государство, имея инструмент как бюджет, ничего не получает. Поэтому получается, если они в 20 раз менее эффективны и при этом не платят, не перечисляют прибыль в государственный бюджет, какая разница государству, это государственный объект или частный. Да? То есть здесь стоит вопрос о приватизации. И параллельно с этим необходимо, конечно, пересмотреть сетку, значит, занятых по бюджетников, потому что ненормально в такой маленькой стране иметь десятки тысяч бюджетников, содержание которых ложится на плечи тех частных структур, которые зарабатывают деньги. Отсюда низкие зарплаты и так далее. Значит, задачей должно быть, то есть создание новых рабочих мест в частном секторе и создание широкого сектора. Нужно всячески освободить бизнес от лишних контактов с государственными органами, с проверяющими, с контролирующими и так далее. Потому что это является основой для коррупции и для сдерживания развития значит, бизнеса. На самом деле мы говорим о том, что у нас не так много средств для того, чтобы развивать экономику, но тем не менее резервы существуют. Во-первых, финансовая помощь, которая идет из Российской Федерации, об этом много говорилось, не будет ничего нового, если я скажу, что, конечно, нужно пересмотреть структуру финансирования проекта в Абхазии, значительно ограничить роль финансирования социальных проектов, которые не являются первостепенными. Понятно, нет объектов, которые Абхазии не нужны, но есть вопросы первой необходимости, есть второстепенные. Да? Отсюда усилить и увеличить роль средств, которые идет на финансирование бизнес-проектов. Я бы в этой сфере больше делал либо на развитие инфраструктурных проектов, как использовать Абхазию как транзитную территорию, скажем, строительство новых дорог вдоль Северного Кавказа, по развитию портов и так далее, чтобы зарабатывать деньги на транзите, либо финансировать проекты в сфере частного сектора, то есть давать возможность мелкому предпринимателю вставать на ноги. Еще одним потенциалом, достаточно серьезным, является вывод экономики из тени. Сегодня большая часть нашей экономики находится в тени. Это означает, то, что вот говорилось, что там туристические фирмы появляются летом, есть, которые круглогодично работают, не полностью платят налоги, которые вообще не платят, но тем не менее функционируют. То есть большая часть находится в тени, и если государству удастся потихоньку, сразу-то нигде не получается, выводить этот бизнес из тени, то уже за 1 год можно будет в 1,5-2 раза увеличить доходную часть бюджета и, соответственно, использовать полученные средства. Еще одним пунктом является эффективное расходование уже существующих бюджетных средств. Если мы посмотрим на структуру финансирования, организации, ведомств и так далее, мы можем увидеть то, что значит, статья по выдаче зарплаты она очень маленькая, то есть нельзя перебрасывать деньги из одной статьи в другую. В то же время при маленькой зарплате существуют и заложены средства на приобретение дорогих автомобилей, бензина, очень дорогой мебели и так далее. То есть нужно как-то вот более эффективно относиться к тому скромному объему государственных финансов, которые имеются, и перенаправлять на те проекты, которые дают развитие нашей стране. Еще одним вопросом является вопрос недвижимости. Для любой экономики рыночной вопрос рынка недвижимости является одним из самых главных.
Я прекрасно понимаю озабоченность наших граждан в связи с тем, что предлагаются значит, идеи продавать недвижимость и так далее. Я тоже не сторонник таких вещей, поскольку у нас территория ограничена. Я поддерживаю решение о том, что земля не должна продаваться не только иностранцам, но и нашим гражданам. Но тем не менее полностью закрыть этот процесс не получится. Мне кажется, мы должны очень серьезно подойти к вопросу рынка недвижимости. Можно предложить такой компромиссный вариант. Например, на территории Абхазии обозначить зоны конкретные, где можно разрешить строительство поселков, там так далее, привлекать инвестиции, но без права прописки, без права получения гражданства, то есть статус апартаментов, гостиниц, чтобы имели эти здания, сооружения, значит, заполнить местным бизнесом эти поселки, типа ресторанов, гостиниц, развлекательных вещей, и обложить очень высокими налогами, так, чтобы налоги, которые дают те или иные здания, сооружения, были сопоставимы с теми гостиницами, которые представлены в территории. Но это можно делать, но нужно изучать опыт, и в этом смысле, во-первых, государство получает большой источник денежных средств, во-вторых, у нас гарантирован приток туристов, потому что люди будут ежегодно приезжать в одно и то же место, поскольку приобрели недвижимость. И в-третьих, мы не боимся того, что там, значит, идет политический процесс, где люди не являются гражданами, не прописаны, а имеют статус гостей. Я сейчас не говорю, что это окончательное решение, но во всяком случае, что-то такое нужно решать, в противном случае процесс приобретения недвижимости, они имеют теневой характер. И последнее предложение, источник, это фонд приватизации. У нас уже давно, лет 20, наверное, существует такая схема, что фонд приватизации является внебюджетным. Деньги, которые поступают от продажи недвижимости, попадают в бюджет, в этот фонд. За эти годы продано немалое количество объектов, и судьба этих денег непонятна. Фонд закрытый, пошли они на развитие, никакой оценки нет. Где деньги, какой эффект они дали экономике и так далее. То есть надо привязать доходы фонда приватизации, либо в бюджет посадить, либо привязать к конкретным проектам, которые дают ощутимый результат. В завершении что хотелось бы сказать? Чтобы управлять процессами в экономике, нужно обладать информацией. В данном случае это статистика. Статистика, в том числе учет, отчетность и так далее. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что статистика, мало того, что она не совсем достоверна, в том плане, что она не охватывает процессы, которые в теневой экономике происходят, она еще не своевременная. Только недавно мы получили статистику по Абхазии за 2013 год. То есть она изначально, поступив к нам, она становится архивной. Она не является инструментом действия, и мы не можем сказать, те меры, которые предпринимает Национальный банк, если предпринимает там руководство и так далее, к каким последствиям они приводят. Только надо дождаться следующего года и видеть задним числом. В этой статистике также мы должны отходить от этой традиции, когда показателем развития экономики является показатель бюджета. Растет бюджет, падает бюджет. Мы как-то говорим о том, что бюджет является тем индикатором развития. Мы должны все-таки говорить в категориях рыночной экономики. То есть главным показателем должен стать темп роста экономики, показатель ВВП и характер распределения доходов. Заложенная схема распределения ресурсов в нашей системе, она не только у нас, во многих странах, она приводит к тому, что разрыв между богатыми и бедными нарастает. И если не удастся преодолеть этот разрыв, не дать возможность среднему классу стать основой экономики, то мы будем периодически видеть социальные потрясения в обществе. И это главная задача, потому что без этого не будет, можно даже еще очень, страшную вещь. Если этот процесс будет продолжаться, то это может подорвать основы нашей государственности. Настроение о том, чтобы войти в состав другой страны и так далее, будут нарастать. Потому что именно даже не сколько низкий уровень развития экономики, низкие доходы приводят к этому настроению, а именно нарастание разрыва, когда люди видят, что кто-то не может пенсию 500 рублей получить, а кто-то, имеет очень большие доходы. И в самом конце хотелось бы вот что сказать. Какие бы программы не разрабатывались бы, если не удастся обуздывать процессы, связанные с коррупцией, то есть ее победить до конца ни одной стране не удалось, но если масштабы коррупции не удастся уменьшить, то никакие программы, хорошо разработанные, ничего не
прежде чем разрабатывать программу экономического развития, нужно разработать и реализовать программу борьбы с коррупцией. Только тогда можно ждать каких-то результатов. Спасибо.